Хомат Агиронлек – так скромно называл себя поэт-критик Иван Схавребов. Иван Лазаревич родился 13 марта 1926 года в селе Хслеб Заузского района. Любовь к родному краю он пронес через всю жизнь. Она красной нитью проходит через творчество Схавребова. После окончания средней школы Иван Схавребов учился на факультете русского языка и литературы в педагогическом институте в Цхинвале. С 1949 по 1955 годы работал заведующим отделом юго-осетинского отделения Союза писателей и ответственным секретарем в журнале «Фидюэк». Обучение Иван Схавребов продолжил в литературном институте имени Горького в Москве на высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. Совсем молодой, в 26 лет, Иван Схавребов стал членом Союза писателей СССР. Чуть позже переехал в Москву. При этом Иван Лазаревич всегда с неподдельной гордостью и любовью нес на пьедестале осетинскую культуру. Поэзия с национальным колоритом – так характеризовали творчество московского горца коллеги по цеху. Человек, который одновременно горец, одновременно москвич, это, так сказать, сочетание особое, и оно дает особый колорит поэзии. Конечно, каждый, кто горец, он все равно в душе это остается горцем, и это, так сказать, конечно, видно и по его стихам, и по переводам Цыбина, конечно. Писатели и поэты Сергей Михалков, Николай Тряпкин, Эдмунд Ятковский, Владимир Цыбин, Николай Горохов, Исидор Козаев, Реваз Асаев, Мелитон Казита. Иван Схавребов доказал, друзей может быть много. Приехал абхазский поэт к нему в гости в Осетию. Это мне мать рассказывала. В семье, не хватало на тот момент, денег не было в тот момент. А он у кого-то занял деньги, купил лошадь и подарил ему коня. Помимо занятий творчеством, Иван Схавребов работал директором типографии на киностудии «Мосфильм». В волшебном мире кино, в живом общении с советскими актерами он также черпал вдохновение для своих произведений. Многие из них посвящены любви во всех ее проявлениях. Иван Схавребов также писал о доблести защитников Отечества. Немало у него произведений и на политическую тематику. Самая важная, так сказать, стилистическая особенность – это по Пушкину. Благородная простота. Есть у Пушкина такое выражение. Он стремился. Стихами выражаются мысли такие, которыми ты их просто словами их не скажешь. А поэтическими образами это звучит уже лучше намного как-то. Лучше они воспринимаются сердцем. Переводчики его стихов, поэм и баллад говорили, что стремятся передать смысл произведений, максимально сохранив неповторимый авторский стиль. Я на время не сетую, полночь в небе плывет, а в далекой Осетии мое сердце живет. Иван Схавребов был натурой утонченной, интеллигент, романтик. Он не только писал, но и мыслил поэтическими образами. Этим и покорил свою будущую супругу. Мы были в парке, праздник был 1 мая, с тетей, родственниками и с подругами. В это время проходили двое молодых ребят, и моя тетя решила познакомить нас. Так и познакомились с Иваном Лазаревичем. Он был отзывчивый, начитанный, образованный. Иван Схавребов издал больше 30 книг. Его произведения переводились не только на русский, но и на другие языки народов Советского Союза. Это наше предание. Сейчас вот мы вспомнили один из главных заветов, так сказать, из главных первоисточников духовных. Храните предание. Конечно, Иван относится к тому, что называется нашим добрым преданием. Мы, конечно, его помним и знаем. Последний раз при жизни поэта его стихи были опубликованы в документальном сборнике «Цхинвал. Хроника грузинской агрессии» в 2008 году. В феврале 2009 года Ивана Схавребова не стало. Небо зимнее, серое, крепкий русский мороз, но тепло из Осетии я на север привез. Ольга Схавребова, Лали Тедеева. Информационный выпуск сегодня.